Об итогах первого этапа конкурса на звание лучшего сотрудника и судебно-экспертного учреждения мы поговорим с Русланом Темирбиевым. Руслан Тамерланович, ассаламу алейкум. Алейкум. Приветствую вас в нашей студии. Первый этап конкурса позади. Каковы промежуточные итоги? Промежуточные итоги таковы, что первый этап конкурса прошел без происшествий. Пока что на самом деле он не прошел, он на стадии. Сегодня был первый день, также есть второй, третий день. Все эксперты собрались, а именно это Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный округ. Около 9 конкурсантов и 9 лабораторий, испытательно-пожарных лабораторий. Они соревнуются между собой для обмена опытом и профессионализма. Дальше уже будет, как вы говорили, дальше второй этап конкурса, который будет проходить в Омске. Сколько было заявлено конкурсантов? И сколько прошли во второй этап? Ну, пока еще неизвестно, сколько прошли дальше. Около 9 конкурсантов. 9 конкурсантов. А что дает? Какова главная цель конкурса? Что это дает? Ну, главная цель – это обмен опытом, в первую очередь, а также выявление лучшего эксперта и лучшего судебно-экспертного учреждения по всей России. Пока на данный момент среди СКФО и ЮФО. А как часто проводится конкурс? Конкурс проводится каждый год. В прошлом году мы участвовали в конкурсе и заняли первое место среди Северо-Кавказского федерального округа. Руслан Тамерланович, а ваши прогнозы? Какие у вас шансы? Учитывая то, что в прошлом году конкуренции было меньше, так как было только Северо-Кавказский федеральный округ, сейчас уже немного посложнее, но я думаю, мы не сдадим позиции. Желаю вам удачи. Благодарю за интервью. Спасибо.